Эфир нашего канала продолжает итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника, 9 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Глава региона провел очередное совещание оперативного штаба. Стоит ли ждать послабления ограничительных мер в ближайшее время? Студенты СВФУ в скором времени вернутся к очному обучению. После долгого перерыва корпусы университета готовят к массовому возвращению студентов. Прекрасная возможность научиться деловому этикету и отстаивать свою точку зрения. Школьники Мирнинского района побывали в роли депутатов. Исполняется 45 лет с момента первого съезда женщин Нерюнгринского района. Совет женщин отчитался о работе и избрал новых активистов. Настольные игры из дерева как альтернатива виртуальным. Предприниматель в Якутске создает увлекательные приключения для всей семьи. 5000 километров по арктическому бездорожью. Экспедиция через полюс холода вернулась в столицу региона. Если вы знаете о своих местах что-то интересное, мы открыты и мы с интересом узнаем от вас и с интересом поедем туда и посмотрим и расскажем. Удаленный режим работы перестанет быть обязательным для россиян старше 65 лет. С 1 апреля перевод граждан старшего поколения становится рекомендательным, а не обязательным, как это было ранее. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, за работающими пенсионерами сохраняется приоритетное право на дистанционную занятость. Однако решение об этом теперь работодатели будут принимать самостоятельно, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом. Постановлением также отменяется временное правило по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, которые действовали в период введения карантинных мер. Для снижения риска заболеваемости в Якутии продолжается соблюдение ограничительных мер. За последнюю неделю эпидситуация в республике характеризуется как стабильная. В районах продолжается снижение заболеваемости, а в Якутске число выявляемых случаев COVID-19 остается на одном уровне. Глава региона провел сегодня очередное совещание республиканского оперативного штаба. Несмотря на сокращение количества тяжелых больных, летальные случаи все же есть. Поэтому соблюдение всех ограничительных мер необходимо продолжить, учитывая, что с потеплением начинается сезон ОРВИ и гриппа, подчеркнул Айсен Николаев. Между тем, 37 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них, по данным оперативного штаба, 27 в Якутске. По 2 новых случая в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском районах. В Мирнинском, Нерюнгринском, Таттинском и Усть-Алданском по 1. Всего в регион по последним данным поступило почти 56,5 тысяч доз вакцин. Получили первый компонент 53,5 тысячи человек, вторую 25 500 человек. Тем самым использовано 95% имеющихся запасов. Впереди школьные каникулы. На них я хочу обратить сегодня особое внимание, потому что тот режим, в котором и то состояние, в котором находились ваши дети в школьных группах и в школьных классах, оно приводило к формированию своего рода коллективного иммунитета. Сейчас, во время школьных каникул, хотим обратить ваше внимание на необходимость нерасширения связей и контактов ребятишек между собой для того, чтобы непосредственно затем заново не начинать историю с формированием иммунитета и, соответственно, не давать распространять инфекции. Показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превысили эпидпорог на 18,5% в республике. По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по региону, за первую неделю марта зафиксировано почти 7500 случаев заболевания ОРВИ, из которых 80% приходится на детей. По данным Минобрнауки, в связи с превышением эпидпорога закрыли 18 групп в 17 детсадах. Также на карантин закрыты Белькачинская школа в Усть-Майском районе и 140 классов в 47 школах Якутии. В Якутске 13 школ работают в очном режиме, а ученики более 70 классов в 22 школах обучаются дистанционно. Об этом сообщили в Управлении образования столицы. По той же причине 9 групп в детских садах Якутска закрыты на карантин.
Очное обучение для всех студентов Северо-Восточного федерального университета начнется с 29 марта текущего года, но часть занятий, в частности лекции, продолжат вести в дистанционном формате. Об этом нашему телеканалу сообщил ректор вуза Анатолий Николаев. После долгого перерыва корпусы университета готовят к массовому возвращению студентов, проводят генеральную уборку, дезинфицируют поверхности, устанавливают рециркуляторы, проверяют сигнализацию. И, как полагается, при входе будут измерять температуру тела, выдадут маски и перчатки. Добавим, что студенты-медики с 1 марта первыми вышли на очные занятия. Также с сегодняшнего дня началось массовое заселение студентов в общежитие. Мы так и так планировали со следующего учебного года переходить на гибридные формы обучения, да, потому что мы должны пользоваться многими технологиями. С ковидом или без ковида мы должны были проводить и в форме ВКСов, да, это и внедрение новых технологий, внедрение сетевых форм обучения и так далее, да, и потом уже все директора, деканы получили задание, да, чтобы все расписания уже были определены, там онлайн, офлайн, так что методики и так далее отработаны. Надеюсь, все у нас получится. Автозимник ТАСС-Юрях Верхнемарково закроют 1 апреля. По информации пресс-службы Упрдора Вилюй, закроется движение по грунтовому автозимнику трассы. Речь идет об участке трассы от села ТАСС-Юрях Мирнинского района до поселка Верхнемарково Иркутской области. Местным жителям рекомендуют запланировать перевозки до его закрытия, чтобы исключить образование заторов. Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для ряда профессий. Так, учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников будут засчитывать в стаж работы период обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие: в это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели обязаны отчислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование. Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Отмечается, что особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В Якутске 2 дня будут обучать общественных наблюдателей на выборах в Госдуму. Приехали спикеры из Москвы, Магадана и Чукотки. Они поделятся опытом, в первую очередь, как помочь провести прозрачные и честные выборы. Всего в наблюдательный корпус набрали 90 координаторов со всей республики. До выборов, которые пройдут осенью, их должно быть 5500. Общественным наблюдателем может стать любой желающий. Главное требование – не быть государственным и муниципальным служащим, а также не состоять ни в одной политической партии. Обучение у нас в формате будет вестись именно таком, что это будут теоретические занятия, да, и практические. Будут проблемные ситуации, да, критические ситуации. И каждый наблюдатель, он должен будет на это реагировать. И, конечно, как мы знаем, на выборах много фейковых моментов. Вот, и основная вот работа будет по фейкам, то есть по противодействию фейкам. И, как было сказано, у нас работа независимая. Между тем, у школьников Мирнинского района появилась возможность попробовать себя в роли депутатов. В ролевой интеллектуальной игре приняли участие 25 ребят. На повестке дня обсуждалась актуальная тема «Эпидситуация в районе». Юные депутаты заслушали доклад начальника отдела медицинского обеспечения района Татьяны Бобровской. Она отметила, что в феврале этого года наблюдалось повышение случаев заражения COVID-19. В сутки выявляли до 55 случаев. В настоящий момент ситуация стабилизировалась, и на сутки приходятся единичные факты заражения. Далее депутаты выступили с докладами, активно вели прения, а затем работали над проектами решения актуальных вопросов. Обучить детей с помощью проведения такой ролевой игры, где они выступают в качестве депутатов, чтобы они научились деловому этикету, уметь отстаивать свои идеи, мнения и прежде всего понять, что такое нормотворческая деятельность, и далее, конечно же, заинтересовать их. Самая глобальная идея, еще хотелось бы, чтобы наши школьники поехали и приняли участие в модели ООН. Это уже на международном уровне проходит. Но есть еще такая же, подобная игра, это
конкурс, точнее, моя законотворческая деятельность, она проходит на уровне России. Но вот в Мирнинском районе подобные игры, ролевые, интеллектуальные, это вообще впервые проходит. В Якутии продолжается работа по организации служб ранней помощи. Так, очередная служба открылась в Алданском районе. Коррекция отклонений, адаптация, методические рекомендации родителям. Первыми пациентами станут малыши, которые придут в садик в новом учебном году. Развивающие игры, игрушки и тренажеры. Чего только нет во вновь открывшемся кабинете детского сада «Светлячок». Это чудо-комната не просто игровая, это служба ранней помощи семьям. Образованная на базе садика, служба имеет статус районной, и помощь здесь сможет получить любая семья. И эта служба как раз будет направлена на то, чтобы оказать помощь родителям, детям при выявлении каких-либо отклонений в психическом, эмоциональном, социальном развитии у ребенка. Психолого-педагогическая поддержка, коррекция поведения, адаптация в коллективе и содействие родителям в воспитании детей до 3 лет – таковы основные задачи службы ранней помощи. Комплексное оборудование приобретено по программе развития детей до 3,5 лет, а самыми маленькими пациентами службы станут 2-месячные малютки. План уже намечен, так как служба новая, для нас это все тоже неизвестное, мы все это пробуем, учимся. Сначала мы решили сейчас первую работу провести с родителями, которые получат путевки в сентябре в наш детский сад, отработать с ними индивидуально, продиагностировать, посмотреть уровень развития детей. С семьями будут работать педагоги, гигиенисты, психологи и логопеды. Помощь станет оказываться в разных формах – игровой, коллективной и индивидуальной, на дому и в условиях детского сада, а также дистанционно. Работа планируется комплексная, с привлечением врачей-педиатров, реабилитологов и адаптивных педагогов. Департамент образования совместно со всеми образовательными организациями еще в 2009 году начал такую очень значимую работу. Это по раннему выявлению различных деструкций у детей и поддержке таких детей и их родителей в сопровождении по всем видам отклонений. В Якутии службы ранней помощи открываются с 2012 года. В Алданском районе садик «Светлячок» стал первым. В будущем планируется организация аналогичных служб в других детских садах. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Совет женщин в Нерюнгри отчитался о работе и избрал новых активистов. В районной администрации прошла 5-я отчетно-выборочная конференция организации. В этом году исполняется 45 лет с момента первого съезда женщин района и 20 лет с момента образования Совета женщин. О традициях, передаваемых активистками из поколения в поколение, расскажет Екатерина Павлова. За последние 5 лет Совет организовал и провел благотворительные акции, социально значимые и культурные мероприятия, конкурсы, форумы и рейды. Женсовет попытался охватить вниманием различные социальные и возрастные категории. Мамы, которые находятся в декрете, женщины, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, мы привлекаем их к общественным делам для того, чтобы они чувствовали себя полезными, значимыми. И действительно мы видим, как меняются лица этих женщин. Вот это наше самое большое достижение. Поддержка женских инициатив, представительство женщин в выбранных органах исполнительной и законодательной власти, участие в разработке проектов, законов и иных нормативно-правовых актов, касающихся женщин – приоритетные задачи организации. Для их решения Совет участвует в работе комиссий и организационных комитетов по делам несовершеннолетних, по профилактике нарушений в общественных советах. Каждая женщина вносит огромный вклад, несмотря на то, что она где-то работает на основной своей работе, вносит огромный вклад в общественное развитие любимого города, района и республики в целом. Самое главное, сейчас мы просим наши женские советы, женские общественные организации, женские клубы создавать информационное поле, создавать свои социальные сети. На ближайшую пятилетку избран новый состав Совета женщин Нерюнгринского района. В него вошли 14 женщин, представителей разных трудовых коллективов и сфер деятельности. Зарегистрироваться прежде всего, потому что некоммерческая организация существует уже 20 лет, и для того, чтобы привлекать гранты на территорию района, конечно, нужно зарегистрироваться. Кроме того, мы планируем вести более плодотворную работу с поселениями Нерюнгринского района, для того, чтобы женское движение было более консолидировано. Нерюнгринский совет женщин – общественная организация, которая всегда открыта для всех женщин, желающих проявить свою активность и принять участие в общественной работе. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри.
Новый кинозал готовится к открытию в Якутске. Он будет работать на базе музея «Россия. Моя история». Накануне специалисты установили проектор, экран, колонки и новый сервер. В настоящее время мощная профессиональная техника проходит настройку и тестирование. В кинозале будут демонстрировать исторические фильмы российского и якутского производства, а также кино со всего мира. Открытие запланировано на этой неделе. Первым покажут военный фильм «Рядовой Чейрин». Это по счету 10-я киноплощадка в Якутске. Сейчас в республике работают более 40 кинотеатров и порядка 50 кинозалов. Мы создаем условия для того, чтобы можно было показывать современное кино в хорошем качестве. Это цифровой DCP-формат, который есть во всех кинотеатрах. Сейчас, возможно, будет тот репертуар, который имеется во всех кинотеатрах, можно здесь показывать. Но, конечно, в связи с тем, что этот комплекс все-таки на исторические какие-то события ориентирован, поэтому мы в первую очередь здесь будем показывать историческое кино. Настольные игры из дерева как альтернативу виртуальным создает столичный предприниматель Кескил Прудецкий. Свою первую игру придумал в 2017-м. Сегодня он успешный начинающий предприниматель. Кескил более чем уверен, за настольными играми будущее. Они не только объединяют всю семью за одним столом, но и развивают у детей и взрослых координацию, ловкость рук и мышления. Ульяна Шагина побывала в мастерской. В мастерской предпринимателя всегда шумно. Каждая деталь настольной игры шлифуется вручную, чтобы сгладить шероховатости. Еще 3 года назад, создав для своих детей первую настольную игру из дерева, Кескил Прудецкий и подумать не мог, что выйдет на массовые продажи. Сегодня он директор своей маленькой фирмы. Клиентская база наращивается ежедневно. Популярны его игры как в школах, так и в детских садах. В детских садах, в школах, когда наши клиенты покупают и дают детям, да? Дети очень с интересом подходят к нашим играм. Они целыми днями могут сидеть там, которые мальчишки все время бегают. Да. Они могут сидеть целый день играть в нашу игру «Саган», например. Именно с этой авторской игры «Саган» или «Поленница» началась предпринимательская деятельность Кескиля Прудецкого. Придумав игру для своей семьи, он быстро понял пользу настольных игр из дерева. В настоящее время, я думаю, в семье, да, дети все играют в телефонах, в планшетах играют, а родители все время работают, да. И мы хотим, чтобы они хоть раз в неделю, в выходные дни, собирались вокруг стола и играли в наши настольные игры. Это очень сближает родителей с детьми. На самом деле плюсов от игры в деревянные настолки много. Это не только совместное времяпрепровождение, но и развитие моторики рук, мышления, координации движения. К примеру, игра «Бродилка-ягодники» учит детей стратегическому мышлению, умению не расстраиваться, если проиграешь, а также усидчивости. Правила этой игры очень простые. Тут бросаем кубик и ходим фишками по этим карточкам, да, которые разложены по периметру. Игра «Бродилка». Да? Да, бродилка, можно сказать бродилка, как монополия, да? Авторские идеи патентуются. В планах выйти на экспорт за пределы региона. Спрос есть, а это значит, останавливаться на достигнутом нельзя. Сегодня молодые предприниматели выпускают около 8 различных настольных игр на самую разную тематику и еще много игр, которые в ближайшем будущем они собираются изготовить. Ну а мы сейчас попробуем сыграть в одну из игр. Да? Называется она «Тексан» или «Стрелялки», «Эластик». Да? Вот здесь какая идея? Что нужно делать? Какая-то... Быстро перекинуть в сторону противника через ворота. Вы уже выиграли. Ну вот таким вот образом весело и дружно можно сплотить всю семью и сыграть вечером в настольные развивающие игры. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. Арктическая экспедиция через полюс холода вернулась в Якутск. Блогеры-экстремалы преодолели путь от столицы республики до Новосибирских островов. Это более 5000 километров по арктическому бездорожью при экстремально низких температурах. Подробности экспедиции в материале с Аргланом Неустроевой. 30 дней в пути, 5000 километров арктического бездорожья. Большая часть маршрута проходит вне цивилизации.
О том, чем Арктика так сильно привлекает путешественников, экстремалы рассказывают как настоящие мечтатели. На опасную поездку их вдохновили произведения «Земля» Санникова и желание прикоснуться к историческому наследию своих предшественников. Я, как и все, в детстве посмотрел фильм «Земля» Санникова. И я просто вот поразился этой историей, которая была. Понятно, что эта история была написана в художественной форме обручем, и фильм снят по его роману, но в основе лежали настоящие события. И вот мы, зная это, ехали туда, понимая, какая историческая составляющая в этом поселке. Республику блогеры посещают уже не первый раз. Здесь они практически стали местными, а в географии разбираются лучше большинства якутян. При этом, как признаются путешественники, здесь еще остались места, которые им непременно хотелось бы посетить в ближайшем будущем. Летом сейчас уже разработаны Колыма, Индигирка, Яна и Новосибирские острова. Знаете, я хочу обратиться ко всем жителям Якутии. Если вы знаете о своих местах что-то интересное, мы открыты, и мы с интересом узнаем от вас, и с интересом поедем туда, и посмотрим, и расскажем. Однако излюбленное бездорожье путешественников – место опасное, и в экспедиции через полюс холода не обошлось без происшествий. Так, команда застряла в одной из трещин моря Лаптевых, но ситуацию быстро удалось взять под контроль. На сегодняшний день команда Булычева проделывает настоящую работу по продвижению местного экстремального туризма. Однако на этом блогеры не собираются останавливаться. В планах у путешественников освещение и экологических проблем региона. Об этом экстремалы сообщили во время пресс-конференции. От подробностей же блогеры пока воздерживаются. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Синоптики прогнозируют резкое потепление в Якутске. Согласно данным Росгидромета, в столице региона температура воздуха поднимется выше отметки в минус 10 градусов. В целом неделя прогнозируется облачная с кратковременным снегом. Температура днем минус 10, минус 16 градусов, ночью опустится до минус 18, минус 25. Самым теплым днем станет среда, 10 марта. В этот день прогнозируется потепление до минус 6 градусов и юго-западный ветер 3 метра в секунду. Тем временем на юго-западе региона наступила настоящая весна в Ленском районе. После 40-градусных морозов в начале марта к Международному женскому дню столбик термометра поднялся до отметки 0 градусов. А накануне город накрыла метель, на дорогах образовался гололед. Но подрядные организации молниеносно отреагировали, отсыпав все перекрестки песком. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей быть аккуратнее на дорогах и соблюдать дистанцию. Также в связи с резким потеплением начался сход снега с крыш. Поступили ли жалобы по этому поводу, нам рассказали в ЕДДС. Проходили мимо зданий, тем более высокоэтажных. И, скорее всего, в данную службу именно будут поступать такого плана сообщения для того, чтобы мы своевременно смогли среагировать на те или иные жалобы. В завершение о спорте. Нерюнгринский район – новый чемпион республики по баскетболу. В турнире принимали участие 14 команд из разных уголков региона. Мужские команды были разделены на 4 группы, а женские выявляли сильнейших по круговой системе. В женском дивизионе явным фаворитом была столичная команда, которая подтвердила свое превосходство над соперниками и в очередной раз поднялась на высшую ступень пьедестала. По ходу соревнований женская сборная Якутска ни разу не уступила своим соперницам. В мужском дивизионе явных фаворитов было уже 4. Это сборная Якутска, Хангаласский улус, Нерюнгринский и Ленский районы. Эти команды и встретились в финальной части чемпионата. В упорной борьбе в финальном матче победу одержала сборная Нерюнгри. Она обыграла столичную команду со счетом 61-66. Таким наши корреспонденты увидели вторник, 9 марта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.